Занимаюсь подготовкой учителя и занимаюсь очень серьезной в настоящее время экспертизой того, насколько педагогические кадры современные, которые работают в школе, готовы к реализации тех стандартов и тех образцов, которые нам представлены образовательного результата. Образовательный результат другой, и теперь содержанием обучения будут не только знания в области информатики, биологии и так далее, а будут знания, связанные с целостным представлением о мире, знания, умения выполнять определенные компетентные действия в образовательной и социальной среде и способность человека активно себя реализовать в том виде деятельности, к которому он более способен. Ну вот, если мы будем рассматривать ваш процесс с точки зрения, я говорю, информатизации среды, с этой точки зрения, то пока мы продвинулись не очень много. К сожалению, я могу это говорить достаточно компетентно, да. И это нам показало то, что мы увидели на конкурсе «Учитель года». Безусловно, мы двигаемся. Но двигаемся шагами очень небольшими, а может быть и не в те стороны. Я бы так сказала. Потому что здесь очень много возникает вопросов. Мы видели использование ваших, так сказать, идей на работах и на уроках информатики, видели, как говорит очень любит Наталья Николаевна, визуализацию среды на уроках по другим предметам. Мы видели, но мы не увидели, что бы хотелось увидеть, и не услышали то, чего бы хотелось услышать. Я думаю, что мне, если кто хочет, может открыть книжку и почитать, да, вот то, что я там сказала. Я как опорный конспект использовать. Но я немножко не об этом. Мне бы хотелось немножко, вот, так сказать, заострить ваше внимание на тех проблемах, которые очень явно вообще просмотрелись у нас вот в ходе нашего посещения, в ходе нашей экспертизы уроков. Ну, во-первых, что мы увидели? Во-первых, совершенно никаким образом не моделируется воспитательная среда уроков с использованием аудиовизуальных средств, в том числе компьютерных технологий. Техническая может быть, а вот воспитательная среда, коммуникативная среда, развивающий, второй аспект тоже развивающей среды. Мы видели такое интересное расхождение информации и использования средств ИКТ, что мне просто было очень интересно. Есть сам по себе кластер, есть сама по себе информация. Смысл, связки, поиск, дальнейшее направление работы. Никакого вообще логического увязывания на уроках даже учителей, тех, которые непосредственно специалисты, связанные с работой с информацией, не представляют. Вторая очень важная проблема – это единое образовательное пространство. Оно не складывается, к сожалению. Мы используем это для математики, это для информатики, это для физики, а дальше что? Вот единое восприятие информационного мира на уроках вообще не отрабатывается. Вот, конечно, очень грустные такие вещи. Третья грустная очень вещь. И поскольку я так прошлась по урокам по первым классам, внедрение ФГОС, я не буду повторять вот эти все направления, только скажу 4 блока УД, которые мы сейчас должны увидеть как результат, кажется, содержанием теперь работы на уроке. Это какие блоки? Это, безусловно, какой блок? Информационно-интеллектуальный блок, правильно? Это регулятивный блок, я вообще не увидела управление с помощью информационных систем, процессами работы ни на уроке, ни дома. Вообще не увидела. Третий блок какой? Коммуникативный блок, правильно? И личностный блок. Вот посмотрите, они не связываются пока вот в этой системе. Значит, у нас где-то в технологии использования ее есть очень серьезная, так бы сказал, вакуум, вот дыра черная. Я знаю, как этот материал нарисовать, как его на уроке изобразить, вот картинку хорошую дать. Ну и что? И у меня учителя, и у нас учителя, вот с Андреем Генриховичем мы уже сопереживали по этому вопросу.
кусочек. Вот мы с вами все это содержание собрали, из учебника все выписали. Теперь сделайте небольшую, как мы говорим, иллюстрацию, и это называется проектом. И это называется проектом. То есть ни для исследовательской деятельности эта информация не используется, ни для, как постфактум, для аналитической, для поступления следующего шага, освоения предмета, не используем. Я выступала на первой конференции, которая здесь была очень интересна. Смотрите, какой рост, да, и содержание я посмотрела. Двигаемся, очень хорошо двигаемся, но медленно. Хорошо, но медленно. И я там выступила с такими условиями. Я предложила некоторые условия, которые позволят переориентировать студента. Студента сделать не пользователя, а студента сделать современного учителя. Как научить этому? Пользовать, чтобы это служило развитию ребенка, чтобы это служило его формированию очень серьезных личностных качеств, как гуманистического цикла, или, как мы говорим, аспекта, так и интеллектуального. Вот переориентировать мы понимаем, что это очень трудно, пока мы зажаты на всех этих технических вещах. Технические вещи, в принципе, освоить можно. Курсы двухнедельные, там еще что-то, там семинар. Вот, например, часовая консультация, как это называется, Сбербанк онлайн, да, за час всех научили. Как туда входить, как выходить, что набирать, где информацию брать, что читать. Но ведь не это главное нам сейчас. Нам главное в сознание человека впустить вот эту вот очень серьезную вещь, что то, что нам дано, вот та информационная сеть, которая нам дала, которая очень бурно развивается, которая предлагает на рынок все больше и больше продуктов, нужна для того, чтобы я развивался, для того, чтобы я становился интереснее, для того, чтобы у меня нашлись больше интересные содержательные аспекты общения, а не бегание по социальным сетям с полуграмотными высказываниями. Вот, понимаете, вот это очень волнует. Я в конце, конечно, указала то, что там можно просмотреть, какие объекты воздействия на ребенка могут быть у нас сделаны. Прежде всего, вот если я разобью вот этим по кусочкам, личность не разбить по кусочкам. Мы сегодня очень хороший урок видели, мир деятельности, знаете, о таком предмете. Да, если кто не знает, вы видите себе, посмотрите, с 1 по 4 класс. Идет замечательный предмет в 1 классе по ФГОС «Мир деятельности». Это мир управления собой, как вот личностью действующей. Причем очень много нравственных аспектов там рассматривается. Семья, друзья, школа. И как это в информационном поле все собирается вместе. И как ребенок начинает все это записывать и оформлять, да, вот в этом варианте. И как руководствоваться этим. И как себя потом отслеживать и описывать свое движение по 2 ступенькам. Одна ступенька — это я начинаю знать про то и про свою семью, и про окружающий мир, а то я начинаю иметь. А где они сойдутся? Я могу, то есть я способен решать вот эти проблемы. И вот когда учитель поднимает и работает вот с этой средой, и учит родителей работать взаимосвязанно по этим аспектам, тогда получается очень ценный образовательный продукт. Вот я, конечно, говорю тоже о том, что хорошо бы научить ребенка через это в любом классе управлять своим образовательным целостным процессом. Управлять, а не пользовать. Управлять. Дальше. Учить, или учителей учить, и детей учить тому, как в едином поле формировать, отбирать, анализировать, оформлять информацию, а потом с этой оформленной информацией работать по разным аспектам, педагогическим, решая образовательные задачи. Следующее. Я бы давала не оформление как проект, а проблемные задачи. Вот мы говорим, сейчас очень модно стало термин, это открытая, да, образовательная ситуация. Мы это увидели, да, с Андреем Георгиевичем, услышать такую фразу. Вот открытая образовательная ситуация как проблема, которая позволяет сделать много гипотез и проверки их, и сделать оформление в этом аспекте. Вот это такая серьезная педагогическая вещь вообще, очень интересная, которая может быть обыграна на уровне и студентов по любому предмету с использованием всех ресурсов, которые у нас заложены.
Следующее. Постоформление. Постпрезентация. Дополнительная презентация, переработанная презентация, дополненная презентация, как конкурс дополненной большой информации и анализа своих умений. И, конечно, вот эта вся техническая часть, которой учителя пока не владеют. Да, Андрей Геннадьевич очень оптимистично отозвался, потому что каждый год у нас есть продвижение, я согласна, правильно? Каждый год все лучше и лучше, все больше и больше. Но что самое интересное, у некоторых учителей еще с кнопками не получается. Некоторые учителя уже достаточно уверенно владеют интерактивной доской. Это такая разница гигантская, просто гигантская. Вы понимаете, что значит дети попадают к учителю в разные условия с использованием этой информации, с ее преобразованием, с ее представлением, с включением детей в поиск работы по информации. Но самое интересное, что очень многие учителя заявились информационные технологии, заявились или использование информационных технологий в образовании и информатизация образования вот на это направление в конкурс «Учитель года». Значит, понимая, как это значимо, они, в общем-то, пока не видят, как это преломляется вообще в образовании ребенка, в целостном образовании ребенка. Ну и закончить свое выступление я бы хотела, в общем-то, не спешить, да, мне говорят. Значит, что мне бы хотелось сказать вот здесь, ну, перейти к тем условиям. Ну, во-первых, значит, студентов более активно учить созданию моделей разного типа в образовании. Это очень важно, потому что у нас здесь западает и